Я пока отвечу на некоторые вопросы, пока люди собираются. Шабдан Ниязов. Насколько я понял, по завершению войны Аслан Масхадов хотел предать Шамилю Басаева суду за Беслан. Скажи, что именно он сделал бы в случае победы с ним и какие у них были отношения. В последнее время отношения были, как сказать, как братья по оружию, вот товарищи по оружию, как говорится, да. Они воевали, они знали, против кого они воевали. Вот, да, действительно, Аслан Масхадов так и заявил, что по окончанию войны, когда война закончится, то такой суд возможен. Но также мы не должны забывать, что много преступников, российских генералов, которые отдавали приказы по убийству там мирных жителей, по этим зачисткам, бомбардировке мирных селений, вот их тоже надо судить. Reinhard Steinhammer. Good evening. I heard that there is an argument between you and Zakhaev. Could you explain to me in English what's the issue behind that, or if this argument even exists? You know what? I don't want to talk about it. So this is my answer. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Аль-Батар, Анзор, какую позицию занимала Грузия в чеченском конфликте? Мстила ли Грузия чеченцам за участие в Абхазии, когда в самой Чечне вспыхнула война? Ну, во-первых, это не чеченский конфликт, это не чеченская война, это русско-чеченская война. Ну, можно также и называть российско-чеченская война. Вот. А то, что мстить, не мстить за участие чеченцев на стороне Абхазии против Грузии, я считаю, что это большая ошибка. Я имею в виду, что эти конфликты, эти войны на Кавказе были созданы именно Россией. Вот куда должны быть направлены сабли, вилы, штыки, а не так, чтобы между собой разбираться, тем более идти на поводу России. Владимир, у меня никакого отношения к нему нету и не будет. Вот мой ответ. И вообще я не хочу говорить про него или про кого-либо других. Да, так вот, начну я. Бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я приветствую вас, мои братья, сестры, друзья. Вот. Сегодня, как вы знаете, 24 февраля, ровно год прошел, как Россия вторглась на территорию Украины и начала крупномасштабное наступление. Мне просто хотелось бы коротко так поговорить об этом, коснуться этой темы, потому что эта тема сегодня важна для всех нас. Вот. И сказать, чего добилась Россия этой войной. Вот. Она эту войну развязала в 2014 году. И в прошлом году, как я сказал, совершила крупномасштабное нападение. И по сегодняшний день воюет на территории Украины, оккупировав некоторую часть. И этой войной Россия не добилась ничего. Только получила позор уже от мирового сообщества. И теперь во всем мире Россию называют террористической страной. И Россия добилась того, что ее изолировали, ввели разного рода санкции.
И сегодня, можно сказать, ей приходится воевать против всех. Это Россия. Это то, что сделал Путин. То есть Путин и его варварская политика по отношению к другим народам. Ну, с нашей стороны, вот, с чеченской стороны, просто можно привести параллель. Я не знаю сейчас сказать вам площадь Украины, наизусть не помню. В общем, вы знаете, территория Украины, она огромная. И для сравнения, вот территория Ичкерии, где с запада на восток, там расстояние от одной границы Ингушетии до границы с Дагестана, это будет примерно 120 километров. Вот. И чуть больше с севера на юг. Вот такая маленькая Ичкерия. И во время оккупации Ичкерии, когда Россия навязала нам войну, она вела, ну, как мы говорим, точно, конкретно никто не сможет назвать эту цифру, но мы примерно называем эту цифру где-то 300 тысяч российских оккупантов, которые вторглись на территорию Ичкерии. Вот примерно такую цифру называют, которая вторглась на территорию Украины. Вот представьте себе масштабы, что у нас происходило, как велась эта война, насколько нам было это сложно вести вот, сопротивление, воевать против России. И все это делалось без какой-либо помощи. Сегодня в Украине повезло, что мир помогает им во всем. Это информационная война, а также вооружением, даже крупным вооружением. Вот сегодня я читал, что Польша передала танки «Леопард». Представляете, уже европейские страны поставляют такое вооружение, новейшее вооружение. Вот, вот такие были масштабы. И что хотелось сказать, во время наших войн, русско-чеченских войн, вот за эти две войны мы понесли огромные потери. Это более 300 тысяч убитых мирных жителей. Ну, хвала Аллаху, что люди во всем мире начинают понимать, начинают говорить о нашей проблеме, о нашей войне. Вот. И в первую очередь сейчас недавно Украина признала геноцид чеченского народа со стороны России, а также признала оккупацию. Ну, мы надеемся, что за этим шагом последуют и другие страны, балтийские страны, там, Польша и другие. Вот. И, как говорится, война идет, война продолжается. Ну, я верю, я знаю, могу сказать вот свой анализ вот примерно. И вы тоже, скорее всего, это знаете. Путин не остановится, пока его не остановят. Пока его не остановят. Ему деваться уже некуда, так же, как и нашему ушлепку Кадырову, тоже деваться некуда. Вот поэтому им приходится стоять вот как бы до конца. Они будут насильно бросать молодых людей, молодежь в это пекло, им без разницы, им все равно, кто там погибнет, но главное, чтобы гибли за их интересы. Вот. Ну, кто-то здесь уже пишет, вам помогали 57 стран, память у вас короткая, я посмотрю. Вот перечислите, пожалуйста, эти 57 стран. Я думаю, ты говоришь про войну в Ичкерии. Нет, чеченцам никто не помогал. Ни одна страна. В начале первой русско-чеченской войны, я могу сказать, насколько я помню, у нас было две самоходные артиллерийские установки «Акация». Вот. И то так где-то там неисправности были у этих самоходов. Было несколько танков. Это были старые Т-62, Т-72. Были там минометы, были гаубицы Д-30.
насколько я помню, штуки 4-5 примерно. Вот все наше крупное вооружение, которое у нас было. Дальше, после боев в Грозном, мы это вооружение не стали использовать. Почему? Потому что у нас не было боеприпасов к ним. И приходилось воевать стрелковым оружием. Ну, если так сказать, например, противотанковая управляемая ракета ПТУР, для нас это было роскошью, так же, как и огнемет «Шмель». Все остальное покупалось у русских оккупантов. Это патроны, это гранаты, это мухи, гранатометы одноразовые. Вот с каким вооружением мы воевали. Не было никаких поставок, не было никакой помощи. И что? Воевали хорошо, достаточно хорошо. Для такой войны, для таких масштабов. Много проведенных успешных операций. Ну, скажем, уничтоженные колонны. Ну, тем более операция «Джихад» августовская 96-го года. Многие об этом слышали, многие знают. И я здесь подчеркну, что даже в европейских военных учреждениях эту операцию изучали и преподавали, насколько я знаю. Вот. Ну да, кто-то здесь опять пишет. Ладно, не буду я это сообщение читать. В общем, насчет языка, насчет чеченского языка, насколько он сложный для обучения. Вы согласны со мной, как вы думаете, сколько нужно времени, чтобы им владеть? Ну, алейкум салам, брат. Но я не могу сейчас сказать, сколько тебе времени понадобится, чтобы изучить чеченский язык. Кто-то говорит, что это сложный язык. Но для нас, конечно же, нет. Вот, мы носители этого языка, мы чеченцы. Кому-то языки быстро даются. К примеру, я норвежский язык достаточно хорошо выучил за пару месяцев, такой разговорный язык. Так, как раз вопрос по теме. Если провокационные, я их обошел. Оля, Анзор, после победы Украины может ли Люля, то есть Кадыров, да, закрыть дома границы? Я понимаю, что наши батальоны, которые сейчас в Украине, смогут освободить нашу родину. Но это же война. Какой ты видишь сценарий? Мы, конечно, не можем предсказать что-либо, как все это будет происходить, что произойдет, мы не можем говорить. Но так не должно продолжаться, что-то должно произойти, чтобы этих предателей там не стало, и чтобы наша земля была деоккупирована. Конечно, никто не хочет войны, не хочу я, не хотите вы. Но все может произойти, как велит Аллах.
Дэн Бойко, валейкум салам, брат. Как думаешь, мы будем воевать в снаряжении, то есть бронежилеты и все такое, или так же, как было? Я, к примеру, помню, ну, можно даже посмотреть здесь видеоматериалы, которые есть на этом канале. Есть ли на наших бойцах бронежилеты? Или же есть ли бронежилеты на наших бойцах, которые сегодня воюют в Украине? Я их не видел. Я как-то помню в одном бою, я помню у отца был бронежилет, ну тяжелый такой солдатский бронежилет. Кто видел, тот знает, или кто носил, тот знает, сколько он весит. Вот. И мы поднимались в гору, нас обстреливают из стрелкового оружия, там, из шилки, из ГС. И сквозь этот обстрел мы идем вперед. И помню, как отец снял этот бронежилет, так бросил его и говорит такие слова: лучше умереть без него, чем носить его. Вот. Для нас самое важное было это мобильность. Мобильность. Даже не безопасность, я не знаю почему, но мы бронежилеты не носили. Боевая обстановка. Ты уже несколько раз про него пишешь. Знаешь, что он не заслуживает такого внимания, чтобы я сейчас про него говорил, или же говорил ты. Поэтому я не хочу обсуждать кого-либо, ни его, ни других. Я не хочу в этой грязи копаться. Это не мое. Вайпер, валейкум ассалам. Брат Шамиля Щервани. Жив ли он? Я не могу сейчас дать по нему информацию, жив он или не жив, и где он, чем занимается, потому что я не знаю. Вот. А так, я его лично знал еще с Первой войны. Сейчас, секунду. Владимир, Анзор, если Украина будет помогать после войны Ичкерии высококлассным вооружением украинского и западного производства, шансы есть изгнать русских? Например, направление ГУР в ЧРИ и оружие для партизан. Мы не просим, не требуем, не просим никакого высокоточного оружия. Но поддержка сегодня необходима. Честный парень. За что думаешь про прибытие в Украину из Сирии Абдул-Хакима Шишани, то есть Абдул-Хакима Ажиева? Что думаешь о нем лично и схожи ли во взглядах? Как я понимаю, он представляет собой консервативную исламскую часть чеченцев. Ну, знаешь, брат, я, конечно же, не могу что-либо сказать, не зная человека. Я с ним никогда не встречался, я с ним никогда не разговаривал. А так, его взгляды,
то, что я вижу, здесь я не могу ничего против сказать. Ва алейкум ассалам. Ну, Умар Макаев, насчет опять Абдулхакима Ажиева. Я бы, конечно, хотел бы его видеть возле Муслима Чеберлоевского, например. Ну, почему? Потому что этот человек замечательный человек и хороший воин. Муслим воюет в Украине уже с 2014 года. Есть много успехов, много боев, которые он прошел в Украине. Вот. И здесь я могу за него много чего сказать, потому что я его знаю. И поэтому, когда я увидел Абдулхакима Ажиева в Украине, сразу же подумал, а почему он не пошел к Муслиму, например. Вот такие мысли у меня были. Анзор, скажи, пожалуйста, когда это все закончится. Это зависит от воли Аллаха, когда Аллах захочет. Прекратится, иншаллах, закончится. Умар Макаев, трудно одной Ичкерии, вот если одновременно, дружно поднялись бы все республики с Кавказа, смогли бы отстоять Кавказ свободным. Конечно, это именно то, что предлагали наши лидеры. Всегда говорили, что если на Кавказе будет единство, то ни один враг не посмеет нас тронуть. Вот чего нам всегда не хватало. День Бойко. День Бойко. Что думаешь про школьников в России, которые хотят справить День Победы Ичкерии и выложить это в интернет? Ну, будет интересно посмотреть. Ты, наверное, про 6 августа, когда наши силы, чеченское сопротивление, вот, раздавило этих оккупантов и заставило капитулировать. Это был 96-й год. Честный парень. Анзор, у твоего отца был партбилет СССР? Да, был. И знаешь, что интересно? Он у меня. То есть все его документы у меня. Ну, в то время у всех были эти партбилеты, кто-то комсомольцем был, но я до этого не дошел, потому что все это развалилось, вся эта система. Но носил галстук пионера. Был еще октябрем, там значок, помню, свой. В то время. Интересная мысль, Ая. Каждый ждет, что за него все сделают другие. Ну вот в этом-то и проблема. Если бы многие бы проявили бы активность, то все было бы по-другому. Вот каждый, наверное, хочет быть в стороне, ни в чем не участвовать, но критиковать или что-то говорить легко. Дейлер Саламар Шалхыл, Дейл Рейсхыл, Муссабусалтыкала Рейсхыл.
кавказец. Ты знал Арби Бараева лично? Да, я знал Бараева еще с 93-94 года. Ну, тогда, в то время он был с Гелисхановым. Вот еще с тех пор знал его. Анзор, у ВСУ хватает сил противостоять этой нечисти. Ну, как мы сегодня видим, хватает. Хватает. Ну, я же говорю, как сказал в начале этого эфира, ну, надо им посмотреть, украинцам, например, как мы, не имея никакого вооружения, поддержки, ничего, смогли вот так воевать на маленькой территории. Вот. Сначала, да, были фронтовые боевые действия, потом это перешло в партизанскую войну, а вот здесь русским оккупантам было сложно. Наступление российской армии идет успешно. Настолько успешно, что сегодня, кажется, смотрел статистику, да, там более 100 тысяч убито русских оккупантов. Вот так вот успешно. Скажите спасибо Путину. Владимир, вы уже разработали целую военную операцию насчет плацдарма, насчет успешного прохода территории. Я, конечно же, не могу сейчас все это говорить здесь, в прямом эфире. Здравствуйте, добро пожаловать, спасибо. Сейчас, секунду. YouTube. Ну, насчет Тумсо, насчет связи, что говорил, что я ему говорил, я, конечно же, это сейчас говорить не буду. Честный парень. Анзор. В общем, Кадыров вначале бегал вокруг полевых командиров, вокруг твоего отца, пытался влезть в камеру. Вот в это время ты с ним не пересекался на таких мероприятиях. Ты же был на инаугурации. Ну, я не только на инаугурации был. Да, я его отца знаю еще с первой русско-чеченской войны, а этого ушлепка после окончания войны, где-то в 96-м году увидел его. И, как говорил в своих видео тут, вспоминая вот эти дни, я рассказывал случай, когда он подошел, у него был пистолет Чизетта, у меня Беретта был пистолет, и там патроны подходят, 9-миллиметровые. Ну, вот, он просил патроны. Ну, как я помню, я это хорошо помню, я ему их не дал.
Сейчас, секунду. Спасибо, Василий Долгтрев. Тут мне кое-какой комментарий прислали от нашего подписчика. Вайкенте дал малы. Так, кому не дал патроны, я пропустил, пишет. Он ко мне подходил этот ушлепок из Хосюрта и просил патроны. Вот, у него был пистолет Чизетта, а у меня был Беретта. То есть патроны друг другу подходят. И вот он меня их просил, и я ему их не дал. Вот про это я рассказывал. Пани Анзор, вы даже не представляете, сколько желающих украинцев хотят продолжить воевать в Ичкерии. Что вы будете делать с таким количеством солдат? Как защитите их на законодательном уровне? Ну, когда приезжают добровольцы, ну вот именно по закону добровольца, например. Ну, вы помните, когда украинцы приезжали к нам, это было в 1994 году, во время Первой русско-чеченской войны. Вот, Сашко Белый и этот отряд приехал к нам и воевал против русских оккупантов. Вот таким же образом. И мы сегодня называем их, тех, которые воевали против русских оккупантов в Ичкерии, называем их героями Ичкерии. Subscribe and like. Марш Доал. Макаются на Инстаграм, он там под своим именем. Ну да, я давно не заходил туда. Седана Дарова. Анзор, следовало бы дать патроны, может, сыграл бы в русскую рулетку. Нет, такой никогда не сыграет ни в какую рулетку, ни в русскую, ни в другую. Это трус, настоящий трус. Юрий, пани Анзор, пожалуйста, сделайте стрим с Дмитром Корчинским. Я с ним встречался в Киеве несколько раз, и у нас есть совместные видео, даже я их опубликовал на этом канале. Было очень интересно поговорить с ним, а также тех людей, которые его окружают. Да, затеяли они войнушку в 21 веке, теперь дороги у них назад нету, за все придется отвечать, за все страдания людей уже отвертеться не смогут. Столько крови на их руках, только один приговор – смертная казнь. Я, знаешь, как и говорил раньше, я не сторонник того, чтобы Кадырова там повесили, или там расстреляли, в общем. Я сторонник того, чтобы он жил долго, скажем так. Но чтобы эта тварь мучилась и ответила за все вот эти мучения, издевательства,
над чеченским народом, чтобы почувствовал каждую эту боль. Многие знают, наслышаны об этих тюрьмах, его личных тюрьмах, где пытали, убивали не только мужчин, но и женщин, отцов и матерей, вот, чтобы прочувствовал это сам лично. Владимир, Анзор, вы не видите иронию, что два разных религиозно-этнических народа, украинцы, чеченцы, воюют вместе как братья против точно таких же братьев-предателей. Я помню, как русские говорили: вот там братья-украинцы, ну вы видите, что они сейчас сделали, мол, славяне и так далее. Но дело сейчас не в религии, не в этносе, а вот что из себя представляет тот человек, который начинает войну. Сегодня мы можем конкретно сказать, что Путин это даже не человек. Смотрите, что он сделал с чеченцами, что он сегодня делает в Украине. Далеко идти не будем, даже на территории России, когда по его приказу были взорваны дома своих же граждан. И по его приказу были убиты дети в Беслане, к примеру, маленькие дети. Оля, смертная казнь слишком гуманна для них, пусть страдает. Ну, я не сторонник того, чтобы там вообще войны, убийств, там смертной казни и так далее. Но я желаю ему это, то, что я сейчас сказал. Честный парень, Анзор, ты знаком с человеком по имени Ибадулла, который не хотел подтверждать вранье, но которого позже сам Кадыров заставил подтвердить сказку о том, как великий Рамзан напугал 1500 муджахидов. Да, я знаком с ним и знаю его еще до начала Второй русско-чеченской войны. Вот он и другие люди, помню, приходили к моему отцу, вот, встречались с ним. Анзор, как так? Байсангур, Франц. Анзор, как ты думаешь, если у нас отдалиться от русских, если мы якобы, если отделимся от русских оккупантов без войны, чтобы Нохчичу Мухрю Йолши, Цакайтара Саваша Язинага, но будет ли свободна Ичкерия, если мы отделимся от русских оккупантов, да? Но это зависит от нас, что мы хотим сделать и как мы это будем делать. Но я много раз говорил, что нам нельзя совершать те ошибки, которые были совершены после Первой русско-чеченской войны. Вот тогда мы сможем. Честный парень, Анзор, ты можешь винить Ибадуллу за то, что он под угрозами Кадырова вынужден был все-таки уступить ему и публично соврать?
Ну, здесь ты должен прекрасно знать, что сказано у нас в религии, вот, что простительно и что непростительно в таких ситуациях. Теперь Байсангур, Франц, теперь я понял. То есть без войны сможем ли мы отделиться от русских? Все будет по воле Аллаха. Конечно, мы не знаем, что произойдет, но мы должны быть готовы к всем сценариям. Лингва. Так, Анзор, как попасть в Украину из Средней Азии добровольцами? Какие шансы, что меня примут? Это очень будет сложно. Вот. Я, конечно, сейчас не смогу дать никакой совет, как туда попасть, какими путями, дорогами. Ну, скорее всего, тебе придется обратиться в ВСУ, вот, или же через какие-то знакомства. Так, сколько мы-то? Ладно, я сейчас буду завершать. Сегодня я выкладывал одно видео, так высказался про Кадырова, про то, что он обвинил самих чеченцев за то, что чеченский народ был насильственно депортирован в Среднюю Азию и Казахстан. А также он обвинил чеченцев за то, что была начата война, вот, первая русско-чеченская и вторая русско-чеченская война. То есть он обвинял в этом чеченцев. И сказал, почему он является предателем. Так, честный парень. Анзор, бойцы шейха Мансура, то есть из батальона имени шейха Мансура, пересекаются и взаимодействуют с другими чеченцами из других формирований. Да, и пересекаются, и взаимодействуют, и встречаются. Это другие батальоны. Это, скажем, батальон имени первого президента Джохара Дудаева, а также другие чеченцы, которые входят в ВСУ. Байсангур Франц, Мечало дома Игорь Анзор хотел бы послушать. То есть ты про видео, про которое я сейчас говорил. Ну, это сегодняшнее видео, оно короткое, там около 2 минут, что ли, примерно. Вот можно послушать там, здесь, на этом канале. Владимир, я никакую должность сегодня не занимаю. И в правительство изгнания какое-либо не вхожу, даже считая, что по менталитету это звучит даже оскорбительно для чеченцев, изгнание. Вот. И не вхожу ни в какие организации, ни в какие общества. Я являюсь сегодня абсолютно независимым. Вот. И говорю от своего имени, а не от имени кого-либо другого. У меня свое мнение. Вот так и работаю. Как долг чеченца. Анзор, были ли еще сыновья у твоего отца? Если да, какая у них судьба? Нет, я единственный в семье. Не было.
Хорошо, тогда я завершаю. Было очень приятно ответить на ваши вопросы, высказать свое мнение, вот, и точку зрения. Единственное, наверное, сейчас я просто скажу, что те чеченцы, которые сегодня воюют против русских оккупантов в Украине, они нуждаются в вашей помощи, нашей общей помощи, и я считаю, будет полезно и будет хорошо, если вы найдете пути, возможность, время, чтобы оказать им какую-либо помощь, без разницы, такую, какую вы можете. Вот что я хотел добавить сейчас. Еще раз благодарю вас. Аллах рейсвы масана. Иншаллах дикнем херду. Все будет хорошо. Все ответят за все. Иншаллах. До новых встреч, как говорится. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.